Полигон «Скиф» Северостинской Федерации любителей высокоточной стрельбы – один из самых больших в Европе. Огромная территория, разнообразный ландшафт, перепады высот и фантастические виды. Именно здесь проходит третий этап Кубка России по практической стрельбе из карабина. В меткости здесь соревнуются спортсмены из 2 десятков регионов России. Это стрельбище принимает этап Кубка России по карабину уже второй раз. Теперь на турнир приехали более 90 лучших стрелков со всей России. Все они члены сборных своих регионов, некоторые призеры и победители чемпионатов Европы и мира. Безусловно, уровень подготовки данных стрелков, он практически максимальный на уровне своих регионов. То есть здесь, безусловно, без сомнений можно сказать, что здесь стреляют лучшие стрелки со своих регионов. Да? Потому что этап Кубка России уже законодательно предполагает, участие в нем только разрешается членам сборных команд регионов. И здесь спортсмены выше первого разряда все. Главная фишка этого этапа Кубка России – само стрельбище. Полигон «Скиф» получил сотни восторженных отзывов от самих спортсменов. Все дело в том, что здесь они получают возможность стрелять в естественных условиях. При этом задействован природный ландшафт на огромной территории. Горы, камни, реки, деревья, высокая трава, разная почва. Это, наверное, одно из красивейших, а может быть и лучших стрельбищ в России, а может быть и в Европе, а может быть и в мире. Я здесь второй раз. Своим щенячьим восторгом я заразил всю команду, соответственно, вытащил остальных наших товарищей. Да, тут великолепная природа, прекрасная, наверное, такого мирового какого-то значения. Ну, по крайней мере, в России у нас, наверное, такого больше нет нигде стрельбища. Деревья натурально зеленые, трава натуральная высокая, ветер натуральный, не то что вентиляция, освещение супер натуральное, не то что в тире. Поэтому даже не представляем, как это можно сделать на каком-нибудь военном полигоне. Это будет скучно, муторно. Конечно, пусть меня простят, но карабин это только в Осетии. Пожаловаться нам практически не на что, потому что, вы знаете, в первую очередь это, наверное, это единственная площадка в стране, у нашей, где можно где спортсмены могут соревноваться именно в природных условиях. Если мы вдруг поедем на карабин в какой-нибудь другой регион, мы боимся как-то не получить такого удовольствия, как здесь. Организация на высшем уровне, природа красивая, матч суперский, упражнение бомба. Не покривлю душой, если скажу, что такого никто из нас не видел, только если кое-где за границей. В таких декорациях стрелять – это одно удовольствие. Это просто что-то. Вторая фишка – упражнения. Организаторы придумали 16 совершенно уникальных испытаний – коротких, средних и длинных. В каждом свои сложности. Например, качели. Здесь нужно поразить 5 мишеней, сидя на качелях и не касаясь ногами земли. Это упражнение одно из самых атмосферных. Организаторы построили здесь шалаш с вот таким кострищем и для пущего эффекта оставили здесь череп. Спортсмены стреляют лежа из вот этого шалаша по мишени, которая находится на другом берегу реки. А в 300 метрах совершенно другое упражнение, гораздо динамичнее. Стрелкам необходимо пробежать несколько десятков метров, поразив по пути мишени, расположенные на разной высоте и с разных сторон. Значение имеет не только точность, но и скорость, поэтому маршрут спортсмены изучают заранее, помечая удобные точки для стрельбы. На следующей локации главной сложностью становится почва, ее размыло водой. С точки зрения стрелковой достаточно простое, с одной стороны. То есть вот здесь бумаги 5 внизу, 5 наверху. Но колорита упражнению добавляет, собственно говоря, само его размещение. То есть для многих стрелков максимально непривычно стрелять куда-то вверх. Благо здесь позволяет стрельбище это делать. И такие естественные преграды, например, вот это дерево, речушка, сама почва по себе. Да? То есть многие привыкли к достаточно комнатным таким условиям. Полигоны, песочек, где-то может быть, да, там земелька, щебень. А здесь попробуйте вот пробежаться. Можно остаться без башмачков. Наравне с мужчинами упражнения выполняют и девушки. У них отдельный зачет, но некоторые из леди способны дать фору многим из мужчин. Например, чемпионка Европы Мария Свешникова.
Отличия, безусловно, есть, да, мужчины, они быстрее, сильнее, у них намного лучше развита физическая, да, сторона. Вот девочек, слава богу, вот с прошлого года у нас девочек становится все больше и больше. Если раньше, несколько лет назад, можно было найти карабинщиц на всю Россию человек 5, то сейчас, если мне не изменяет память, на данном турнире у нас 7 человек, девочек, а недавно на чемпионате России у нас было аж 10 человек. То есть прям достижение. Еще одна категория участников – юниоры. Многие из ребят начали заниматься стрельбой вместе с родителями. Теперь вместе ездят на турниры. Иван Коростелев из Петербурга приехал в Лискен с отцом. Когда еще здесь настолько именно спорт, в котором важна скорость и точность, то, конечно, мне кажется, очень высокий уровень конкурентности. Что все ходят, замеряют там углы, падения, всякие там корректировки вносят, всякое такое. Но это тоже очень интересно наблюдать со стороны и в этом участвовать. Особое внимание во время турнира уделяется безопасности. За любое, даже малейшее нарушение правил моментальная дисквалификация. Здесь каждый понимает, с оружием шутки плохи. Первое, что это направление ствола. Вот. Второе, у нас на упражнениях присутствует также зона безопасности, вот, где стрелок может безопасно вытащить свое оружие, донести его непосредственно до упражнения. Вот. Между упражнениями у нас ходят шаттлы, автобусы, то есть ни один стрелок у нас не ходит, не слоняется, ровно как и судья. Водители у нас уже обученные, то есть они знают все маршруты, как безопасно довести стрелков с одного упражнения на другое. После стрельбы в ход идет математика. Судьи проверяют мишени и выдают итоговый балл. У нас есть 3 зоны, они делятся перфорацией: альфа, Чарли и дельта. Альфа – это самое главное, здесь 5 очков, Чарли 3 и дельта 1. Все очки у нас суммируются и делятся на время, подсчитывается хит-фактор. Стрельбище в Осетии потихоньку становится местом притяжения спортсменов со всей России. Во многом еще и потому, что для стрелков из нашей страны под запретом оказались все международные турниры. Наш уровень, это не футбол. У нас очень высокий уровень. Нам есть с кем соревноваться внутри себя. Поэтому я думаю, что просто надо больше соревнований вот таких вот. И все. Мне кажется, запретили нам участвовать в международных соревнованиях, потому что они нас боятся по первой степени. Стрелки Федерации практической стрельбы России очень уважаемые, ценятся, потому что в мире, потому что являются одними из сильнейших стрелков вообще в рамках IPC, которое сейчас дало нам запрет на проведение международных соревнований. И проведение подобных матчей в рамках нашей страны, оно, безусловно, даст время подготовиться нам, что когда всю эту пленку снимут, они точно увидят, на что мы способны, и что их какие-то ограничения сделали хуже только им. Мы не расстраиваемся, у нас в России, слава богу, есть много замечательных стрельбищ, как это, и мы с удовольствием участвуем. А еще растущее количество крупных турниров в Осетии влияет на популяризацию практической стрельбы в республике. Спортсменов в регионе все больше, уровень их подготовки все выше. Это дело просто опыта и короткого времени, потому что ребята выступают достойно по сравнению с прошлым этапом. Я вот смотрю предварительные результаты значительно поднялись, и они не могут не подняться, потому что когда ты общаешься и видишь, как стреляют лучшие стрелки и России, в том числе Европы, мира, то, глядя на них, подтягиваешься, и рост идет достаточно быстро. Здесь много стрелков. А с учетом того, что здесь такого уровня соревнований теперь будут проходить ежегодно, я думаю, это количество стрелков будет увеличиваться. Вообще закономерность такая: как только появляется стрелковый объект, на котором можно стрелять, увеличивается количество людей, которые туда приходят. Так что чем больше таких объектов будет у нас в стране, тем больше людей будут заниматься безопасным обращением с оружием и повышать свое стрелковое мастерство. Этот этап Кубка России точно не станет последним для Северной Осетии. В следующем году Федерация практической стрельбы планирует провести в республике 3 турнира. Среди них вполне может оказаться чемпионат России по одной из стрелковых дисциплин. А это, согласитесь, уже очень круто. Яна Гайгиева, Савелий Зангиев, Осетия Ньюс.